Здравствуйте, уважаемые телезрители, в студии Арифа Кабба. Мы вновь собрали для вас самые важные события и тенденции вокруг Абхазии, все, что актуально на данный момент, что касается нас прямо или косвенно, или влияет на имидж республики. Итак, начнем. На прошлой неделе в Петербурге прошел Международный экономический форум. В нем приняли участие министр финансов Абхазии Владимир Делба и министр экономики Кристина Озган. Отметим, что Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента России. Это уже широко зарекомендовавшая себя площадка для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, которые дает возможность авторитетным экспертам обстоятельно обсуждать состояние экономического развития и перспектив международного экономического и гуманитарного сотрудничества. И хотя пока об итогах и возможных будущих результатах от участия в форуме абхазской правительственной делегации размышлять рано, тем не менее несколько важных для развития нашего государства итогов форума можно подвести. Так, например, по итогам Петербургского форума вице-премьер, министр финансов Владимир Делба заявил, что расширение экспортно-импортных операций, транспортно-логистических коридоров, цифровая и технологическая трансформация помогут Абхазии еще интенсивнее развивать экономический потенциал. Цитата. «Определение новых экономических моделей с установлением источников экономического роста, совершенствование бюджетной и денежно-кредитной политики, стимулирование инвестиций – это основные задачи для развития экономики», отметил Делба. Он также считает, что Абхазия может стать точкой притяжения в современных экономических реалиях. В современных экономических реалиях возникает необходимость поиска новых форм и инструментов сотрудничества с государствами, проводящими нейтральную суверенную экономическую политику, отвечающую национальным интересам. Несомненно, международная структурная трансформация экономик стала неизбежной и очевидной, добавил Делба. Одним из самых значимых для нас событий на форуме стало подписание соглашения о реконструкции Сухумского аэропорта. Со стороны России документ подписал глава Минэкономразвития Максим Решетников, со стороны Абхазии вице-премьер-министр экономики Кристина Озган. Соглашение было разработано Минэкономразвития России в целях возобновления авиасообщения с Абхазией, восстановлением воздушной гавани займется российская компания. Цитата. «Соглашение достаточно сложное, оно предполагает, что вся реконструкция, а там реконструкция и взлетно-посадочной полосы, и необходимое оборудование, и строительство терминала будет происходить за счет средств частного инвестора, то есть без привлечения средств федерального бюджета», рассказал журналистам Максим Решетников. Он подчеркнул, что обе стороны взяли на себя определенные гарантии Абхазии по подведению энергетической инфраструктуры и решению земельных вопросов. Россия по взаимодействию между инвестором и абхазской стороной. Порядок проведения конкурса для потенциальных инвесторов определит Межправкомиссия. Решетников добавил, что аэропорт поможет разгрузить пограничные пункты, на которых летом скапливаются очереди, поможет увеличить турпоток. Отметим также, что на данный момент никакие сроки возможного запуска функционирования аэропорта названы не были. И было подчеркнуто, что, цитата, «сроки, скорее всего, будут одним из условий при отборе инвестора». Министр экономики Абхазии Кристина Озган, в свою очередь, назвала подписание соглашения историческим событием для Абхазии. Запуск аэропорта города Сухум, безусловно, будет стимулировать развитие экономики Республики Абхазия, повысит транспортную доступность для туристов, приезжающих из Российской Федерации, и, безусловно, расширит возможности Республики Абхазия как международного транспортного коридора, сказала Озган. Также она добавила, что для инвестора, который будет восстанавливать воздушную гавань Сухума, государство предоставит особый инвестиционный режим, предусматривающий преференции и льготы. В интервью некоторым российским СМИ заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач отметил, что работы по восстановлению будут осуществляться в два этапа за счет частного инвестора без привлечения средств из федерального бюджета. По предварительной оценке Минтранса России, Росавиации и потенциального инвестора стоимость первого этапа реконструкции составит 6,5 миллиардов рублей. Цитата. «На первом этапе запланирована реконструкция 2,4 из 3,6 километров взлетно-посадочной полосы, что позволит аэропорту
аэропорту принимать пассажирские и грузовые самолеты определенных типов. Ожидается, что годовой объем перевозок на первом этапе реконструкции составит 375 тысяч пассажиров. Второй этап восстановительных работ начнется по достижению отметки в 1 миллион пассажиров в год.